Салем, құрметті достар, мы вылетаем домой в Алматы, наконец-то. Вот аэропорт, прибыли. Вы еще, кстати же, не видели наш аэропорт, давайте чуть-чуть мы покажем. Летим мы через Омск. Это сначала вылетаем в сторону Омска, потом Астана и потом Алматы. В Омске мы будем где-то сутки. Мы смотрели в комментариях, там было, короче, написано, где-то куда-то надо съездить. Обязательно съездим, посмотрим. И Омск является городом, где учился отец Ники. Вообще, да? Поэтому посмотрим, что за город, очень интересно. И, конечно, есть волнение за Ксюшу, потому что мы РВП же не сделали вовремя. Поэтому у нас, не знаю, надеюсь, мы границу пересечем. И надеюсь, все будет хорошо. Все-таки есть какая-то вот такая, ну, то, что вот мы не смогли сделать. И надеюсь, Ксюшу обратно не отправят домой. Вот, так что все надеемся на самое лучшее, на самый лучший исход. И так погнали. Посмотрите, друзья, на наш аэропорт. Я им очень горжусь и очень люблю. Он такой красивый. На детали посмотрите. Там сверху есть птица. Ты не видела птицу? Ага. Вот посмотрите еще эти... Ага. Колокольчики. Вот такие мелкие детали решают. Ага. С узорами аэропорт. Для маленького города, ага, он прям такой стилизованный. Мне он очень нравится. И вот вообще нереальные дни прошли. Мы столько туда-сюда ездили, мы столько работали. Я вообще работала вчера до 10 вечера, прикиньте. Потом пошла на встречу с подружками. Ника заболела. И потом мы решили все равно лететь. Ну, долго думали, Нике оставаться, лечиться или все-таки полететь. Но все-таки решено, что нужно лететь домой, и она выздоровеет дома. Да? Ага. Все так решили. И как мы пересечем границу Казахстана, и я думаю, Нике станет намного лучше. Так что все хорошо. Все, заходите. Итак, мы прошли регистрацию. Вообще, что хочется сказать. 2 месяца мы были дома, на родине. И улетаем с чувством благодарности. Вообще очень много всего сделано. Работали до последнего. Я вообще до 10 вечера работала. Все 2 месяца вот так бегала, прыгала. И старалась, конечно, отдыхать. Ника заболела. И вообще до вчерашнего дня было под вопросом, вообще полетит она или нет. Вот что еще. В Якутске уже холодно, уже осень наступает, уже такая ближе уже где-то к 10 градусам, плюс 10 уже примерно. Чего мы волнуемся? Мы волнуемся того, что Ксюша не пройдет все границы, спасибо, но она должна пройти. Я включила, да, кстати? Я уже не помню. Нет, да, включила ведь, простите. Кстати, вот посмотрите, хочу показать вам свое новое пальто. Вот посмотрите, это моя мама шила. Прикольно, да? Буду носить в Казахстане. Что еще? Сильно соскучились мы все-таки по еде. И у Ники то ли отравление, то ли что, непонятно. И по овощам, по фруктам сильно соскучились. А тут еще в Якутске очень много мы отдыхали на природе, очень много чего делали. А так я пипец уставшая. Почему? Потому что нормально не спала. До последнего были встречи и еле-еле собрались. Вот. Что еще? Туга всех подхави. Туга ранргальбяга всех умарбутами. Ага. И сейчас мы вот находимся на 2-м этаже нашего аэропорта. Вот, пожалуйста, посмотрите, какой он. Манак, покажи. Это видно, да? Ага, аэропорт Якутска. Вот видите, кстати, драйви. Ага. Вот. Эти рекламные вот эти, да, флажки.
Драйви, он, это тот же самый InDrive, который у нас там в Казахстане есть, и его переименовали в Драйви. Вот. Теперь будете знать, да? Ага. Ну все, а так, я очень много хотела, честно, рассказать, очень много новостей. Честное слово, новостей капец как много. Но у меня мозг уже не работает. И я не запуталась, и я уже не могу вспомнить, что я хотела рассказать. Так что, ну все, встретимся уже в Омске. И с огромной благодарностью мы улетаем домой. Спасибо за все. И Алматы, жди нас прямо. Кто соскучился по Алмате? Вы соскучились? Ты соскучилась? Подбери Булурурди. Ага, вот. Ну все, ребята. Ребята, я вспомнила, чем я хотела поделиться и что хотела рассказать. Это вот эта подушка. Ага. Эта подушка предназначена для того, чтобы спать. Ага. Там для вот перелетов. Знаете, она подушка с секретом. Открываешь. Ага. Тут у меня домашние штанишки. Тут у меня ветровка. И вся одежда на весом тут 2 килограмма. Вот так мы выживаем, и не платим за багаж. Не надо ничего платить. И когда экономишь, ты платишь себе. Так что у меня тут рубашки, футболки. Это я еще нормально, вот смотрите, она еще почти свободная. Надо еще положить, потому что сейчас у нас 10 килограммов ручная кладь, да? А потом вот, когда в Астану полетим, у нас там будет уже 7 килограмм. Надо будет сюда 3 килограмма засунуть. Она почти свободная. А 2 килограмма одену, а килограммчик сюда засуну. Вот такой вот у меня подушка такая, Ничего страшного, ничего. Видно, что там какие-то вещи. Ну, не вот так вот. А Ника так не делает. У нее прям подушка-подушка. А я вот всю свою одежду сюда. Где твоя подушка? Она подушку оставила, она порванная. Так что пользуйтесь лайфхаком. Я этот лайфхак увидела в Рилсе, когда ехала сюда. И тоже вот в Алмате. Тут 1000 рубашек я положила и так и прилетела. Ну, приехала. Вот. Так что ставьте лайки, комментируйте, если вам понравился этот лайфхак. Так, дорогие наши зрители, мы летим сейчас в Омск, и посмотрите, чем кормит нас Якутия. Сейчас посмотрим. Авиакомпания Якутия. Вот, я взяла себе макароны с котлетой. Тут у нас, пожалуйста, ой, мамочки. Вот. Так, что у нас? Масло, сыр, ветчина, десертик, пирог, помидоры, перчик и огурцы. Якутская лепешка обязательно. Это она так выглядит. И хлебушек, и приборы там. Так, а макароны? Ксюша и Ника взяли себе рыбу красную с рисом. Тоже покажем, да? Обзор. А что? Я люблю вот так кушать в самолетах. Вообще обожаю. Берем. Так. Смотрим. Вот макароны с котлетой. Давай я подержу телефон, да? Нормально? А это у нас красная рыба с рисом. Вкусно, да? Тебе как? Ага. Все. Ну что? Азболсун. Ура! Кушать. Все. Надо? Смотрите, это аэропорт Омска. С внешней стороны мы нашли гостиницу, за нами приехали. Все, с гостиницу и потом кушать и показывать вам город Омск. Наверное, вкусно.
Яндекс? Через телефон или через приложение? Сейчас мы приехали на Зеленый остров. Мы находимся в городе Омске. Омск вообще он стоит на пересечении двух рек Иртыш и Ом. Мгм. Вот мы сейчас у реки Иртыш, Зеленый остров, пришли смотреть на альпаков. Вот посмотрите, какие красивые цветы я хочу показать. Вообще Омск пока нам нравится. Скажи, Ксюша, вот как тебе? Нравится? Чем нравится? Чем нравится тебе Омск? Мне нравится то, что Эльбахпа дерево, ну то есть много дерева, Мгм. Алматы куртук, да. Да. Ну, парк вообще жестко красивый, все растения, все люди добрые. Да. Кстати, ага, чувствуется. Чувствуется то, что стоит рядом с Казахстаном, и люди очень такие теплые в Омске. Мгм. Так, ну все, пошли. Следующая наша локация будет с альпаками. А это вот у Ксюши, посмотрите, шапка новенькая. Это шапка веер. Ага. Новенькая. Ну, старая. Она же новая. Красиво. Жарко. Плюс 22, по-моему. Ну все, ребята, пошли смотреть на альпаков. Ой, за 2 месяца я так соскучилась по разным растениям. Посмотрите, это барбарис, да? Скажите, пожалуйста, напишите в комментариях. Ты не кушай всякое тоже. Стоит, кушает. Слушай, Это барбарис или что? Вообще красота. И еще вопрос, что вот это? Вот смотри, какие красивые. Это же точно... Это такой же барбарис, по-моему. А это рябина, да? Вот это что? Это тоже барбарис. Ну, может быть, барбарис, кто его знает. А вот эти большие ягодки, кто такие? Интересно прям. Бух, каптас, да. А это что? Угу. Ну все, мы на месте. Заходим. Пача, мама. Парк Альпак. Вот так выглядит парк Альпак. Что у нас? Альпака, лама. В чем разница? Угу. Ну, это шуточное что-то походу. Ну все, пошло, мы купили билеты. Вообще, оказывается, они работают в формате экскурсии. То есть ты приходишь и ждешь экскурсию следующую. Нам нужно сейчас подождать где-то минут 20, и мы пойдем все вместе группой на экскурсию смотреть на альпаков. И тебе выдают вот такой бейджик. Билет стоит 800 рублей для взрослых и 700 детский. 700 детский до 14 лет. До 14 лет. С 15 взрослый. Нам дали детский. с 14 взрослых. С 15 взрослых. До 14. Ага, да, вот покажи. Смотрите. Скоро мы пойдем к вам, альпаки. Тут они уже, пока мы ждем, покакали, подписывали, все свои дела сделали. Ну, так прикольно, да? Такие существа странные, такие интересные прямо. Вот. А мы пока ждем. В тенге я не сказала сумму. 700, 800, 800, сколько? 2400 тенге будет. За одного человека. Казах хочу посмотрите, ребята, коза на качелях. Видно, да, если зум сделать? Ага. Вообще деловая коза. А так у нас тут проблемы со связью. Оказывается, вообще мы не можем зайти ни в WhatsApp, ничего, как приземлились, только через Wi-Fi. И сейчас мы ходим без связи. Знаете почему? Потому что все заглушили. И такси, нам дали номер такси Яндекс.Такси, чтобы позвонить и заказывать, как вот старые добрые там 20 лет назад. Я звоню и говорю вот свой адрес и куда мне надо поехать. Вот так теперь надо заказывать. Я вообще в шоке, короче. Ну, посмотрим. Заглушились из-за чего-то, я так и не поняла, короче. Ну, вот так. Надеюсь, уже завтра
пересечем границу, и со связью у нас больше никогда не будет проблем. Нет, давайте всю морковку сразу. Если вы все скормите за первые 5 минут, оставшиеся 25 вы будете смотреть на уходящую от вас альпаку. Ага. Санитарную зону проходим все. Все, идем. Прикольно, да? Как тебе? Будь здоров, Миша. Давайте все дружно. Будь здоров. Будь здоров, Миша. Не пугайтесь, он может чихать несколько раз. Это не страшно. Миша аллергик. Здравствуйте. Так. Ксюша уже, ага, да, Ника? Ага, вот белого покорми. Вот Мишу с ладошки. Миша. Ой. Вот еще идут. Галера, меня с ним. Ага, ой, смотри. Прикольно, да? Аня стелила. Миша, я еще никого не кормила. Ага. Вообще прикольно. Да? Надеюсь, ты не с песком была? Нет. Ника, снимай нас и с фото. Ксюша, давай, Ивана, вот так, давай это. Ксюша, иди сюда. Ой, у меня 2 морковки только осталось. Ой, на меня гости. Вообще мягко. Там есть наш парк. Посмотрите, типа маленькая красавица прямо. Давай попробуй покорми. Будь здоров, Миша, Миша. ты уже 4 раза чихнул. Многовато за одну экскурсию. Наверное. День рождения, ей месяц. Смотрите, ребята, там Любочка, альпака, которая родилась Сейчас 14 июля. Любочка пьет только молочко своей мамы. Маленькая. Ее маму зовут Эльза. Ну, примерно через месяца 1,5-2 она сможет уже кушать морковку. У нее появятся зубки. Мы заходим к козам. Посмотрите. Целая банда сидит. Угу. Мы с вами подошли к нашим козочкам. Они, в отличие от альпак, не такие меркантильные животные. Заканчивается морковь, выбираем любую вам понравившуюся козу, начинаем ее чесать. Они это любят и стоят рядом с вами, пока вы это делаете. Особенно, если будете их чесать между рожек, считайте о вашем... Ника уже пристает. Ага, между рогами можно. Ага. И твоя личная коза. Да. И нельзя трогать их рожки, оказывается. Ух ты! Но у нас есть козел, это наш Кеша. Кеша. Точнее, Иннокентий Кузьмич. Его на себя, Ты здесь, пожалуйста, оказывается. только мужчинам. Ну, либо если девушка, если вы в себе уверены, потому что он, когда он встает на задние лапки, он примерно 1,70 м минимум. И весит 24 килограмма. Кеша. Давай, Ксюша, потрогай. Угу. Да. А если вы заводите маленького козленка к себе домой, то сможете его научить ходить в туалет в одно место. Буквально как собака. Наши этому не приучены, ни одна, и ни один. И поэтому они ходят везде, где придется. Дамы, что там за бои у нас?
Молодцы. Теперь мы можем спокойно переходить к нашим кроликам. Да? Я вообще думала, что это не как убежала. Называется странно, но интересно. Их называют Да, эти французскими маленькие. баранами. Да? Это бараны. Вам не послышалось. А баранами их называют за счет их ушек. Они у них длинные, блестящие и такие слегка закругленные. Чем-то они напоминают бараньи рога. А теперь Ром, что ли? Пахай, мне хауспутрон набирай, дай-ка. все равно не наедят. Давай, Ника теперь. Ох, я себе беру. Самый большой кролик, зафиксированный в истории, весил 22 килограмма. Это целый баран, только в виде кролика. Но, к сожалению, в таком весе кролик практически не может. Он не может есть. Сейчас посмотрим. 7 дротиков я должна набить. А купила я 9 дротиков. 7 шариков. 7 шариков. Кота. Майка? Майка, ну. Майка. Молодой человек вам мячи выдаст. А на рыбалку я к вам потом подойду. Allah Türk'ünü. Молодец. А еще? Еще одна. Ура! Канытала. Это единственное, что... Какую выберешь? Какую, Ксюша? Ну, хочу вот этого кота. Кота? Ханна. Черного кота? Серого. Серого кота. Ханна. Где вот эти? Да. Ну, можно будет сделать фото вас с игрушкой для отчета. Это никуда не идет, только для отчета про игрушку. Хорошо? Поздравляю вас. Вот тебе. У тебя еще там есть? Сколько тебе? Круто. Молодец. Да, Это рычаг. было сложнее. О, злой, да? Я давно его хотела даже Бекки. А, да? Да. Круто. Давай. Я очень рада, потому что в Ташкенте было очень сложно, потому что нужно было именно один ряд выбрать и по нему вот стрелять. А тут легче. В любую можно. Ребята, мы сейчас выезжаем с Зеленого острова, и напоследок хочется показать вам место, где смотрят фильмы. Оказывается, там свободный вход. Просто заходишь и начинаешь смотреть. Там пуфики лежат, стульчики, да, поставлены. Вот фильм идет. Только начался. Можно посмотреть фильм. Прикольный. Мне очень понравился парк. Вот так он, вот вы посмотрите, вот колесо есть. Вот. Вообще тут с ума сойти можно. Сколько тут много аттракционов. Прикольно. Население 1 100 000 человек. Вдвое меньше Алматы. Вдвое меньше. Ну, в Алмате 2,5 миллиона человек. Вот такой, похожий на Алматы. Такой же вайбовый, такой же спокойный город и такой же зеленый. Вот. Все. До следующей встречи. Мы сейчас едем. Кстати, мы сейчас едем на улицу Валиханова, да? Пока в комментариях написали, что нам нужно туда, и мы пошли туда.
Достар. Мы находимся сейчас на улице Чеканова Алиханова, известного казахского ученого. Вот улица. Ага. Дальше. Буманных улица. Перпендикулярно стоит. Вот улица Чеканова Алиханова, знаменитого казахского ученого, путешественника. Потому что в комментариях в Ютубе нам говорили о том, что нужно посетить вот эту улицу, и мы сюда пришли, несмотря на дождь. Ага. Видите, вот сейчас дождь пошел, но мы хотим посмотреть, пройтись, пройтись и снять вам, как выглядит вот эта улица. Ой, уже. Очень красиво. Вот, кстати, давай сходим туда, перейдем улицу. Это стоит этот же. Ух ты. Посольство, да, посольство Казахстана. Давайте, ребята, перейдем дорогу и посмотрим. Такой уже родной казахский флаг. Проливной дождь. Вот посольство, вот здание. Такое красивое. Ого! Это была гроза или что? Вот, пожалуйста, Чакан Чингизович Валиханов. Выдающийся казахский ученый, просветитель, путешественник, автор трудов по истории и этнографии. Ага. Видите? Красивое здание. Салимет с избиением баранкиря трубка. Вот, красиво. Вот еще памятник Чеканова Алиханова. Я так и знала, что не Чакан, а Шокан же. Это на русский они перевели, наверное, да, Чокан? А Шохан же Валиханов. Уалиханов. И не Валиханов. Шохан Уалиханов. Вот генеральное консульство Республики Казахстан в городе Омске. Маннатура тюрка, вовсе на вообще какой-то проливной дождь. Спасибо, что написали в комментариях, что нужно посетить в Омске. И вот мы стоим здесь, в центре города. У посольства, у консульства Казахстана. Кушаем шоколадки, переждем дождик и пойдем дальше. Смотрите, ребята, очень хочется отметить то, что вот сохранили здание 19 века. Дом Мельникова, 1890-е годы. Посмотрите, насколько это ценно. Понимаете? Вообще, Омск мне понравился, знаете, еще тем, что мало высоток, вот таких бездушных этих коробок. Ага. Тут они все как-то сохранили все так. Это малоэтажки есть, вот двухэтажные, трехэтажные, четырехэтажные дома. И это нереально классно смотрится с зеленью еще. Как-то город вайбовый, имеет свое настроение. Город сразу как-то душу приобретает город. Вот маленькая зубочка. Вот. И мы сейчас идем к смотровой по улице Уалиханова. Вот же, да, смотровая? Ага, и решили после этого пойти покушать и все, и потом уже в гостиницу и спать. Потому что по якутскому времени сейчас уже у нас 10 вечера, а у нас режим. И как-то холодно. Вот, посмотрите, как красиво. Вот находятся вот такие информационные табло, оказывается, есть через каждые несколько метров. Вот фонтан такой красивый. Ой. Вот такой Омск. Так, ребята, мы находимся у смотровой же, да? Или на смотровой, но не важно, не суть. Впереди Ирка, Иртыш. Вообще Омск находится на пересечении двух рек, это Иртыш и Ом. Ом это вот на каком-то языке означает тихий. Я вот не помню, да? Но вот от этого слова этимология города Омск взяло начало. То есть Омский острог, потом вот это вот город Омск и Омская область. Вообще, как сказать, да?
город, еще раз скажу, прикольный. Спокойный такой. Ага, по сравнению с теми городами. Помните Иркутск? Вообще чуть с ума не сошли же, да? Ага, Иркутск. Вообще там туда-сюда движений так много. А по сравнению с Иркутском так вот все так спокойно. Ага. И мы же сами приехали с Якутска. В Якутске движения тоже очень много. Все там бегают, прыгают, все что-то делают. Активный такой город Якутск. А тут Омск, мы так сразу так. Все так спокойно стало, медленно так, размеренно. И мы готовимся к Алмате, к нашему обычному вайбу спокойному. Вот баржи. Супер. Прикольно. Пипец, как они вот рядом пролетают, эти самолеты. Это так красиво смотрится. Кстати, в Омске аэропорт находится прямо внутри города. И поэтому вот нет высоток особо, да, потому что они прям над городом вот так улетают. Это уже который третий самолет вот так улетает. Круто вообще, супер смотрится. Вот, и правительство хотят, ну, администрация, правительство, да, ага, власти хотят аэропорт сделать уже вот за городом, чтобы он переехал. И, конечно, больше увеличить аэропорт тоже хотят, по-моему, потому что аэропорт, да, действительно такой для города-миллионника, он, скажу, маленький, потому что, ну, как бы все равно все сравниваешь, и в Якутске аэропорт как бы намного, ну, вдвое больше, а там-то нас что там, 350 тысяч человек, вот, так что, ну, мне понравилось то, что аэропорт находится внутри города, и это как-то очень интересно смотрится, я такого не видела еще. Вот, ну все. Дальше встретимся уже, наверное, либо в гостинице, либо в кафешке или в ресторане. Тут песок Ой, песок передвигается, да. Интересненько. Сам передвигается, да? Да. Все, до встречи, Довстар. Нереально холодно стало, мне вообще как-то не по себе, и мы сразу зашли, вот рядом ресторан был, заказали супчик, у Ники болит живот, кстати, ей эксклюзивно сварили куриный суп, как классно, да? Ждем Ксюшин что ты заказала? Бургер барбекю, что-то там заказала, я взяла, конечно же, борщ, потому что нереально холодно, мне нужно согреться. Все, асболсон, ребят. Ты какой бургер принесли, Ксюше. Ну все, ты довольна? Все, кушай. Ника со своими таблетками. Хайрлтам, мы туда оставим. Мы на завтраке в Омске. Завтракаем, вот, посмотрите. Был шведский стол. Мы решили, короче, никуда не ездить, купить завтраки. И поехать уже в сторону аэропорта, заездом в университет, где учился отец Ники. Как вы помните, мы вообще приехали ради вот его поминок, и вот уезжаем тоже с его города, где он был студентом. Поэтому, ну, Омск очень понравился. Сегодня у нас второй день в Омске. Где-то вылет у нас в Астану в 3 часа дня. Вот. 3:30. 3:30, да? Угу. Кушаем и спокойно поедем в сторону аэропорта. Вкусно. Друзья, мы находимся у Омского летно-технического колледжа гражданской авиации. Именно здесь учился Никин отец, и мы обязательно должны были посетить этот колледж, потому что он провел здесь свои студенческие годы в этом городе. И именно мы же поехали вот ради его поминок, поэтому завершаем наше маленькое путешествие в Якутию его колледжем, его городом, где он провел свои студенческие годы. Омский колледж гражданской авиации открыл свои двери в 1940 году и выпустил более 300 летчиков, что ли, было написано, я уже не помню, но суть такова, что здесь
он взял свою специальность и уже даже, оказывается, работал в авиакомпании Якутии и ремонтировал самолеты. Интересный факт, да? И вообще Омск мне очень понравился. Тебе как, Ника, вот самой вот тут оказаться у колледжа, где учился твой папа? Оказывается, Омск очень хороший город, оказывается. Люди добрые. Люди добрые. Как будто в Алматы, короче. Да? И город такой зеленый. Да. Очень понравился. И через несколько часов мы вылетаем в сторону Астаны. Я до сих пор все равно волнуюсь насчет РВП Ксюши. Надеюсь, мы пересечем границу с Казахстана. Надеюсь, если все классно будет, мы счастливые отснимем влог и выставим меня. Уже ночью мы будем дома в Алмате. И так соскучилась, честно, по своей кроватке. Наконец-то уже мы не будем на чемоданах. Вот. Так что все, вылетаем сейчас в аэропорт. Все, всем пока. Мы в Астане. Достар, наконец-то. Нет, это мы пересекли границу. Я так рада, ребята. Я так переживала, короче. В Омске вы не представляете, что было. Обязательно расскажем чуть позже, но сейчас наша задача посмотреть Астану перед вылетом в Алматы за 4 часа. Все, такси кельде. Все, такси кельде. Ксюша не видела Астану, поэтому наша задача сейчас показать Астану максимально быстро, еще покушать. Давай быстро. Все, побежали, побежали. Вау. Ребят, мы зашли в Хан Шатыр. Сейчас будем кататься на аттракционе. Вообще, я во второй раз в Астане, но внутри вот этого торгового центра впервые. Я так счастлива тому, что мы все-таки пересекли границу. Уху, начинается! Ух ты! Столько эмоций, как будто прям этот. Астана, хош хелдиңиздер. Давайте по Астане прогуляемся. Стамбул. Хош хелдиңиз. Айка. Ух ты. Итак, я думаю, в комментариях найдется человек с Астаны. Вообще Астана в переводе означает столица. Астана является столицей Республики Казахстан с декабря 1997 года. Сейчас она называется Астана, до этого назывался Нур-Султан, до этого тоже Астана. До этого еще другие были названия. Точные названия можете написать в комментариях. Вот такая она красивая вообще Астана, мне нравится. Дальше мы пойдем в Байтерек смотреть и потом вылетаем уже в сторону Алматы. Наконец-то домой. Ой, как хорошо, вы не представляете. Я удалила VPN, да? Я удалила уже вот у меня несколько VPN было. Так сложно было со связью, честное слово. Сейчас вот оплатили наконец-то наш этот Билайн. 20 тысяч тенге на троих. Как много вообще стало. Когда мы улетали, было 15 тысяч тенге. Мы платили, сейчас уже подорожало за 2 месяца. Ой, Париж. Мы приехали во Францию. Как тоже интересно. И вот что хочется сказать.
Я очень рада тому, что наконец-то все со связью наладилось, все, потому что в Инстаграм надо было заходить через VPN, YouTube. О, Лондон, мы в Великобритании. Все, можно уже не ехать в Европу, я так понимаю. Вы уже побывали в Париже, в Лондоне, ну, в Стамбуле были, все. В Астане уже побыли. Вот так. Ух ты! Надеюсь, вам понравилось наше маленькое мини-путешествие по Хан Шатыру. Аттракционов много. И вот я очень рада тому, что у нас все уже со связью все есть. Можно уже работать нормально. В Омске вообще полностью связи не было. Это было что-то с чем-то. Ну все, ребята, вот так выглядит торговый центр Хан Шатыр. Астана. Вот. Ой, ух ты, вот, посмотрите, как красиво. Ага. Вот было бы круто, если бы мы еще оставались надолго. Не, ну, у ребят вообще стальные нервы, да? И мы такие медленные едем. И еще спрашивали, у вас нет проблем с давлением? Ну все, до скорой встречи с Байтерек. Достар, мы дома. Алматы. Наконец-то вы даже не представляете, сколько стресса мы испытали, сколько часов мы летели, сколько всего было на таможне. Но этот ребенок пересек границу. Спасибо, Рахмет. Все, и мы все втроем дома. Все спокойно. Ника сразу выздоровела, как пересекла границу, аж лицо посвежело, да? Все, ты довольна? Да, я тоже очень довольна. Лето продолжается. На днях нужно пойти искупаться. А сейчас нужно отдохнуть. Все, мы едем домой. Буду вещать из дома. Столько всего было. Нереальный стресс испытали, Ди? Ага, но зато мы дома. Все хорошо. Жестко. Ага, жестко было вообще. Кеттык. Так, друзья, снова здравствуйте. Всем привет. Салем, достар. Вообще, мы приехали, и все закрутилось. Нереально. Я заранее извиняюсь за то, что я сразу не выставила видео, но получилось так, что мы сильно устали, оказывается. Прям мы так хотели домой. Прям приехали, и все, и я легла. Я 2 дня, я помню, что я лежала и просто смотрела фильмы. Так хотелось вот этого домашнего уюта. И вот прошло уже сколько дней? Ну, где-то неделя прошла с приезда. Хотя меньше недели, наверное, даже. Ага. И все завертелось, закрутилось. А так хочу сказать, что вот этот перелет был тоже не менее стрессовым. Чему он нас научил? Потому что мы уже повзрослели, и хватит вот с этой ручной кладью таскаться, честное слово. Вот это осталось какой-то один из видов бедного мышления, что ли. С этой ручной кладью мы ходим там с этими маленькими чемоданчиками, 7 килограммов. Вы бы видели, сколько стресса вот из-за этих 7 килограммов у нас было. Да, вообще ужас. Мы все вот взвешивали, перевешивали, и столько времени потеряли на этом, денег потеряли на этом. Поэтому всем советую, если у вас багаж, берите багаж лучше, если вот есть вероятность того, что у вас будет перевес ручной клади. Я же решила, вот Ника тоже сказала, мы решили, что в следующий раз я еду просто вот с маленькой сумкой и все в багаж сдаю, все, хватит. Так устала просто, это просто ужасно было. Но стоит заметить, что нужно отдать должное омским сотрудникам аэропорта, которые пошли навстречу, которые максимально консультировали, максимально помогали. И вообще Омск мне очень понравился. Это один из тех городов, в котором можно жить. И чувствуется влияние все-таки Казахстана, все-таки 500 километров, все очень близко находится друг от друга. И мне очень понравилось в Омске, прям вот веет, похож на Алматы, где? И люди такие приятные, добрые, везде всем помогут. Мы как будто уже в Казахстане очутились.
И очень зеленый город, светлый, радостный. И оказывается, там где-то вот, ну, колония есть, да, рядом с Омском, не видно, не сказать, по людям вот не сказать, по городу тоже не сказать, что рядом колония. Вообще супер день прошел в Омске, очень понравился, и это тот город, в котором можно жить. Вот. И Ксюше, Нике, он очень понравился. Вот, что еще? Мы, когда вот еще хотелось рассказать, вы же помните то, что вот я в Барнауле рассказывала про РВП, это было просто жизнь. Мы вот пересекали границу в Астане, и там нам этот служащий смотрит, ну, меня быстро пропустил, потом я стою с дочкой, тоже с Ксюшей, и он смотрит на нее, оглядывается, такой смотрит, проверяет, и мы понимаем то, что все уже у нас там сейчас начнется история с РВП. И он такой, ну, объясняет, говорит, вот 16 лет уже на территории Казахстана исполнилось, значит, у вас 90 дней для того, чтобы оформить РВП. Я говорю, да, я знаю, но ну, я об этом узнала только вот недавно, говорю, 2 месяца назад, потому что когда я ходила в ЦО, мне сказали 18 лет. Типа мы начинаем делать только с 18 лет РВП. Поэтому нужно, оказывается, везде спрашивать, вот в 3 источниках спросить и точно, ну, как бы, и уже, ну, как бы знать достоверную информацию. И тут он проверяет, и потом спрашивает вопросы, и в конце такой, ну все, я пропускаю вас, добро пожаловать домой. И мы такие вообще, ой, такие радостные были. И быстрее делайте РВП, сказали. Вот мы РВП делаем, мы сходили на дактилоскопию, но там 3 дня уже не работает база, 3 дня не работает. До сих пор мы не оформили РВП. У меня вот так все, это все уже вот, я не знаю, но нас штрафанут, ничего страшного, это все-таки штраф, отделаемся. Но главное то, что мы пересекли границу, мы так обрадовались. А Ника, как пересекла границу, боли как будто и не было. Она как будто и не болела. На самом деле она ж болела вообще там в Якутске. Она попадала еще в инфекционку, ее хотели положить в больницу, мы уже думали, все, она не едет, билеты все уже пропадают, и ну ладно, здоровье важнее всего. Но потом она все-таки собралась, говорит, типа, мне все-таки надо ехать, и мы такие взяли, а билеты, знаете, сколько стоят, а? От 600 тысяч тенге на 3, 600 тысяч тенге, примерно так же стоит, да? 650 тысяч тенге где-то, это просто жесть. 2 пересадки. И как пересекла границу, все у нее все хорошо стало, короче, сразу лицо такое, из измученного лица сразу такое прям веселое стало, все. Как моя мама и говорила, моя мама сказала, домой прилетит, все сразу у нее хорошо станет. Так и случилось. Ну все, и в Астану увидели. Жалко, мы только в торговом центре побывали. Так хотелось показать Байтерек. Там столько вот эти красивые здания. Но были эти пробки. Мы как раз вечером приехали. Пятница еще. И все там, все в пробках, короче. Я впервые увидела в Астане пробки. Вот. Красивый город, конечно. Всем астанчанам привет огромный. Омским привет. Якутским привет. Ну и, конечно, Алматы. Как заехали в Алматы, все как вот приземлились. Все так хорошо просто. Мы зашли в аэропорт, все такое знакомое, все такое воздух такой, и все, и где-то в 11 ночи прилетели. Вообще, тут столько изменений тут у нас во дворе, мы живем рядом с метро Райымбек-Батыр, и тут все так это все делают. Вот каждый раз уезжаю, даже я на недельку уезжала в Уральск, и там тоже были изменения. Вот приезжаешь, и сразу новые мусорки, приезжаешь, новые там заборчики, приезжаешь, ну покрасили тут все, весь фасад покрасили, новые эти тротуары делают вообще, и ты понимаешь, что вот ты открыла компанию, налоги платишь. Не зря налоги платишь, все так вот видно, вот город развивается, растет, город усовершенствуется, он улучшается, и это так приятно. И ты вот еще лучше хочешь работать, еще больше развиваться и вкладываться в развитие своего города. Ну это же супер.
Поэтому вот так мы работаем. Короче, работы много, и это круто. Работы должно быть много. И сейчас я вот практически, можно сказать, сплю и работаю, сплю и работаю. К нам еще приехала же белый шаман из Якутии, наша подруга. И вот по нему тоже там туда-сюда, короче, движухи много. Я очень хочу, кстати, вот в конце, да, кто досмотрел до конца, спасибо вам огромное. Пожалуйста, напишите в комментариях, какие места хотите посмотреть в Алмате. Ну и, конечно, я хочу первым делом поделиться своими любимыми местами. Будем готовиться к 1 сентября с Ксюшей. Ксюша уже составила смету расходов на 1 сентября. С 1 класса она, кстати, эту смету делает. Если интересно, мы можем показать, как мы готовимся к 1 сентября. А я думаю, надо показать все равно, Дик. Это же онлайн-дневник, и людям интересно, как ребенок составляет смету расходов, как мы покупаем по смете и как из экономии она берет себе денежки. Вот. Поэтому мы будем готовиться к 1 сентября. Ждите, через несколько дней уже. Все уже, дисциплина. Мы должны зайти в эту дисциплину, дисциплинированно выставлять видео. Все ждут у меня. Кстати, уже даже парень Ксюши спрашивает, когда? 2 недели уже нету влога. Что такое? Поэтому исправляемся. Ага. И следующий влог будет про 1 сентября и про самые вкусные места. Я люблю кушать, а кушать любит меня. Ну, у нас есть самые любимые наши места в Алмате, мы будем кушать. И еще нас пригласили, кстати, мы будем готовить домашний лагман. Очень много историй, очень много новостей. А еще я буду своей подруге Динаре показывать, как делать торт. Лагман, что ли? Лагман, говорю, бешбармак, извини, бешбармак мы будем готовить. Наконец-то домашний бешбармак. Я так люблю бешбармак. А рестораны, это рестораны в любом случае. А бешбармак домашний, с конины, с козы. Короче, вот это мы будем делать на следующей неделе. Ждите влог. И я буду также показывать, мастер-класс проводить по тортам. Так что, пожалуйста, подписывайтесь, ставьте лайки и комментируйте, что бы вы хотели посмотреть в Алмате. Ведь это один из самых вкусных городов и зеленых городов. Так что мы дома, мы все очень рады. Все, короче, мы вообще добро пожаловать домой. Хош хелдингиздер. Алматы сини жарси кюрим. Я вообще так расслабилась дома, короче, вот так вот. Так что, друзья, если переживали, спасибо вам, спасибо, что досмотрели. Все, сау болыңыздар.